Ассаламу алейкум еще раз, друзья. Мы находимся рядом с Адиль-Атарским морем. Вот последние съемки увидели, я вам показывал. По размерам оно больше Грозненского моря в раза два. А теперь я вам хочу показать нашего брата Хамзата, селение Дич или Тутлар, иначе говоря. Он ростом 1,70 м. Хамзат, покажи уровень воды, какой был здесь. 1,5 метра. Всем видно? Какой уровень воды был здесь и куда все ушло. Смотрите, невозможно фактически выжить. Здесь попросили показать вам, как же внутри дома. Ну, не дома, двора. Посмотрите, все затопило. Посмотрите. Большой, высокий дом. Всем видно, да? Высота где-то 1,5 метра. Смотрите, что произошло. Все полностью уничтожено. Благо, нет, есть трещины в домах. Даже в доме есть трещины. Здесь полы полностью ушли, провалились. Посмотрите, повело крышу. Все полностью накрылось. Потом еще вот вам дом, где люди живут. Все, что смогли спасти, это, наверное, ковер, который успели поднять. И чтобы было понятно, высота этого дома 1,50 м или 60 см. То есть мы находимся после фундамента в доме внутри. И вот здесь, посмотрите, что произошло. Полы, все. Это, чтобы было понятно, это грязь, да? Да. Здесь ламинат лежит, а вот здесь, вот, смотрите, детская обувь. Как после войны, после апокалипсиса. Трещины. Дом повело полностью. Полностью. Дом только на снос. Чтобы было понятно. Электроника, детская одежда, мебель, которая свалилась. Всем все видно. Кровать. Все пришло в негодность. Ваша Эзербалах Валхило. Да, лацамешки промет хватуэль. Смотрите, чтобы увидели документы хозяина. Какая ситуация у людей. Грязь, вот, мои ноги. И это все, чтобы было понятно, на какой высоте. Почти что газель, все везде затоплено. Вот такая ситуация в Адиль-Атаре. Здесь хозяева пытались каким-то образом хоть чуть-чуть сделать все своими руками. Но посмотрите, огороды, саженцы, все пришло уже. А самое интересное, посмотрите эту улицу. Чтобы было понятно, я постараюсь приблизить максимально. Вот это расстояние до Адиль-Атарского моря, в котором находятся дома. Это где-то, наверное, плюс-минус полкилометра. На расстоянии полукилометра находятся дома, находятся еще полметра под водой. Это все Адиль-Атар. Так что мы говорим правду. Мы доносим до людей, в какой беде находятся наши братья Хасавюртовского района. Селение Адиль-Атар, Кадыр-Атар, Тутлар. Все эти братья нуждаются в вашем дуа, в вашей поддержке, в вашем освещении. Приезжайте сюда, настоящие блогеры, спортсмены, и освещайте трагедию этих людей. Возможно, мы каким-то образом сможем помочь этим людям. А мы продолжаем дальше. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.